Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. За 9 месяцев с начала года в Якутии произошло 1546 техногенных пожаров. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Изменились ли цифры на сегодняшний день? Какие причины приводят к возникновению пожара в жилом или производственном помещении? И как избежать несчастья? Гость студии Александр Гайдей, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Якутии. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Какова статистика пожаров на территории Якутии на сегодня? А сколько пожаров произошло в прошлом году? Хочу сказать, что на настоящее время, конечно, эта цифра существенно увеличилась. На настоящее время у нас зарегистрировано более 1800 пожаров. Но в то же время хочется сказать, что на аналогичный период прошлого года эта цифра была куда больше, она составляла 2100 пожаров. Таким образом, увеличение количества пожаров составило в прошлом году более чем 30%. То есть сейчас, конечно, эта цифра снижена на 30%. Да? Также у нас наблюдается уменьшение количества погибших на пожарах. То есть сейчас это у нас 58 человек, да? В аналогичном периоде прошлого года это была цифра 83 человека. Как мы видим, более чем на 30% снизилась у нас гибель при пожарах. Но, к сожалению, травмированных осталось практически так же. Сейчас у нас 75 травмированных, в аналогичном периоде прошлого года было 76. То есть 1% буквально у нас снижение в этом плане. По причинам пожаров, конечно, у нас традиционно, ежегодно причины остаются, к сожалению, все теми же. Да? То есть это первая причина – это неосторожное обращение с огнем. Большая часть – это 48% от общего количества пожаров. А вторая причина – это неосторожность при использовании, неправильное использование электробытовых приборов. И третья причина – это, конечно, нарушение правил пожарной безопасности при использовании печей и котлов отопления. То есть это вот три самые основные причины, но с наступлением холодного времени года, это вот с октября по декабрь, и, соответственно, у нас сейчас увеличилось именно вот последние две причины. Это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и котлов отопления и, конечно, нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Вот хочу привести пример, который вот буквально произошел у нас 2 дня назад. Это пожар в селе Чурапча Чурапчинского района, да, где, как мы знаем, произошел пожар в многоквартирном двухэтажном деревянном жилом доме. Конечно, пожар удалось потушить, да, спасен один подъезд, но, к сожалению, у нас травмы получили 11 человек. 11 человек. Хорошо, что удалось избежать гибели. Никто у нас не погиб, но, к сожалению, сейчас пока травмы получили, да, и госпитализированы 11 человек. Основной причиной предварительно назвали как раз-таки неисправность электрооборудования на этом пожаре. А вы сказали о том, что снижение числа пожаров на 30% в этом году происходит. С чем это связано, как вы думаете? Это связано, я думаю, все-таки я надеюсь, что это связано с теми профилактическими надзорными мероприятиями, которые проводим как мы в лице Главного управления, да, также у нас профилактикой заняты в большей степени органы местного самоуправления, органы исполнительной власти республики. В данном случае большую часть профилактических мероприятий проводит Государственная противопожарная служба Республики Саха-Якутия. И, конечно, руководители и должностные лица организаций, учреждений. А скоро нас ожидает один из главных праздников. Какие мероприятия сотрудники Госпожнадзора проводят в преддверии новогодних и рождественских выходных? В преддверии новогодних и рождественских мероприятий у нас организовано взаимодействие с соответствующими органами исполнительной власти, с органами местного самоуправления. Мы определили круг объектов, которые будут у нас задействованы в проведении этих праздничных мероприятий. Более 1400 объектов у нас задействовано на территории республики. В основном это, конечно, объекты образования и объекты культуры, на которых наши сотрудниками ежегодно проводятся надзорно-профилактические мероприятия. Ежегодно у нас постоянно идет взаимодействие с руководителями данных объектов. И получается, практически в течение года очень часто наши сотрудники мониторят противопожарное состояние данных объектов. То есть можно сказать, что на настоящее время у нас уже на данных объектах проведено около 500 профилактических мероприятий, таких как профилактические визиты. В
хочу сказать, что пока на настоящее время грубых нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. То есть пока таких нету нарушений, ну, в связи с которыми мы могли бы обратиться, допустим, в органы прокуратуры для инициализации контрольно-надзорных мероприятий. Потому что сейчас, в 2022 году, все контрольно-надзорные мероприятия проводятся обязательно с обязательным согласованием органов прокуратуры. Вот. Но, конечно, приоритет делается непосредственно на устранение требований пожарной безопасности на месте с руководителем. И только если это не получается, если нарушения носят пожароугрожающий характер, тогда, конечно, выносится вопрос в органы прокуратуры для согласования. А так это все мы, конечно, стараемся все это устранять непосредственно на месте, чтобы руководители устраняли. А бывает так, что если вдруг не соблюдаются меры пожарной безопасности, вы запрещаете проведение новогодней елки или какой-то праздник? Конечно, законодательством эта мера предусмотрена, но она, конечно, предусмотрена в очень ограниченных случаях только за повторное нарушение требований пожарной безопасности. То есть, если ранее, в течение года, лицо уже привлекалось к административной ответственности, либо были случаи привлечения к административной ответственности за неисполнение ранее выданного предписания, то законодательство позволяет направить материалы в суд. Ну и только суд, конечно, может вынести такое решение на, хочу подчеркнуть, на ограниченное время приостановления деятельности объекта. То есть не полностью его приостановить, а прекратить деятельность именно на время, необходимое для устранения данных нарушений. То есть эта мера носит исключительно не характер наказания, а именно для устранения данных нарушений. Да? То есть для устранения угрозы жизни и здоровью посетителей. Но вот какие требования пожарной безопасности в настоящее время актуальны при использовании пиротехнических изделий? При использовании пиротехнических изделий, ну, у нас, как обычно, эти требования, они в принципе не менялись. В основном, в первую очередь, предъявляются требования к продавцам, да, то есть при реализации данных пиротехнических изделий. Конечно, на данное изделие обязательно требуется наличие сертификата соответствия. Конечно, данные изделия должны быть в соответствующей упаковке. Не должно быть никаких повреждений данной упаковки. Обязательно должна быть инструкция только на русском языке. Это основные требования при продаже, при реализации этих изделий. Обязательно продавец должен информировать покупателей о правилах использования данной продукции. И у нас запрещена продажа детям до 16 лет данных пиротехнических изделий. Ну, а при непосредственном использовании этой продукции, конечно, ну, так же само эти требования не менялись. То есть нельзя запускать у нас пиротехнические изделия дома, на объектах, внутри объектов, да, тем более внутри праздничных объектов, где у нас очень много горючих веществ, материалов. То есть это обязательно на улице только можно использовать и в значительном отдалении от объектов, от дорог, от таких объектов и материалов, которые могут загореться, да, при использовании пиротехники. Ну вот в ближайшее время на рынках, да, города откроются такие стихийные точки продажи таких пиротехнических изделий. Каким-то образом будете контролировать продажу таких изделий, проверять их сертификацию, например? Да, конечно. Сейчас у нас проводятся профилактические визиты, ну, так называемые профилактические мероприятия непосредственно в местах реализации пиротехнической продукции. И вот как раз это не контрольно-надзорные мероприятия, это профилактические мероприятия, где мы, так сказать, проводим разъяснительную беседу да, с реализаторами, с продавцами и рассказываем, какие должны быть требования. Ну и опять же, только если нарушения, если мы выявляем те нарушения, которые угрожают жизни и здоровью непосредственно, да, мы можем обратиться в органы прокуратуры для проведения контрольно-надзорных мероприятий и уже принятия соответствующих мер, в том числе административного характера. Как вы оцениваете уровень готовности объектов с массовым пребыванием людей к пожароопасным ситуациям? И соответствуют ли сами объекты требованиям пожарной безопасности? Да, ну я еще раз хочу повториться, да, что вот те объекты, которые у нас задействованы, а это те объекты, которые находятся в поле нашего постоянного зрения, на которых мы проводим ежегодно, даже по несколько раз в год. Ну, сейчас, в настоящее время, больше мы, конечно, проводим профилактические мероприятия, потому что сейчас законодательство именно направлено на то, что не обязательно прям наказывать сразу, да, руководителей, должностных лиц, юридических лиц, а вот именно проводить ту профилактическую работу, чтобы руководитель принял все возможные от него меры для устранения непосредственно тех нарушений. Поэтому я хочу сказать, что вот эти объекты, ну, во-первых, конечно, мы постоянно взаимодействуем с органами местного самоуправления, чтобы
мероприятия проводились на тех объектах, которые уже готовы, да, вот, к праздничным мероприятиям. И, соответственно, это все заранее обговаривалось и выбиралось. Поэтому данный вопрос, я говорю, у нас сейчас в настоящее время, пока, ну мы еще, конечно, не завершили проведение, до 25 декабря у нас планируется завершить проведение всех профилактических визитов на данных мероприятиях, охватить полностью 100%. И мы эту работу завершим однозначно, но на настоящее время таких объектов пока нет, пожароугрожающих. Ну вот сейчас широкое распространение получают АДПИ. Растет ли информированность населения вообще о пользе автономных дымовых пожарных извещателей? Да, конечно. В настоящее время автономные дымовые пожарные извещатели, то есть их применение и вообще смысл вообще их применения и надежность, вообще направление данной деятельности, вернее, профилактической работы по данной деятельности у нас находится в приоритетном направлении. То есть мы непосредственно стараемся как бы освещать установку автономных дымовых пожарных извещателей во всех СМИ, во всех возможных. То есть это в первую очередь печатные, электронные, а также нами проводится работа через соответствующие мессенджеры. Да? Потому что, ну, в принципе, наверное, все знают, да, что у нас сейчас век цифровизации, да, и активно используют люди именно сотовые телефоны, именно мессенджеры, и мы стараемся использовать это в своих целях, ну, доводить информацию о необходимости и нужности установки автономных дымовых пожарных извещателей. В первую очередь, конечно, у нас направлена данная работа на установку АДПИ в местах проживания многодетных семей, а потом в семьях, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. Хочу сказать, что у нас, ну, пока сейчас это все проводится на добровольной основе. Вот с 1 марта будущего года, 2023 года, уже вносятся изменения в правила противопожарного режима. И вот тех социальных слоев населения, которые я уже сказал, да, это многодетные, семьи в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, это уже становится обязательной. То есть с 1 марта уже это будет обязательное требование. Мы уже направили соответствующую информацию в органы местного самоуправления, органы исполнительной власти, чтобы, ну, закладывались необходимые финансовые средства в бюджеты, в соответствующие программы, потому что вот законодатель уже обратил внимание, что это необходимо устанавливать обязательно. Ну и в завершении нашего разговора давайте напомним, какие требования пожарной безопасности необходимо соблюдать, чтобы избежать возникновения пожара и обезопасить себя от огня. Ну, я не хочу сейчас, да, останавливаться на тех требованиях, которые, ну, как бы и так, да, люди знают, да, с ними проводится соответствующая работа на предприятии, в организации, да. Я хочу остановить как бы на сопутствующие нарушения, которые, к сожалению, у нас наблюдаются часто, очень часто при пожарах. Особенно вот у нас виновники пожаров, люди пострадавшие, травмированные, погибшие, к сожалению, находятся в алкогольном опьянении. Да? Вот, и мы часто наблюдаем причинно-следственную связь между алкогольным опьянением, да, и произошедшими пожарами. Поэтому хочется обратить внимание, конечно, на... Ну, сейчас приближаются праздничные, да, праздничные новогодние дни, рождественские дни. Хотелось бы обратить внимание на недопустимость злоупотребления спиртными напитками, да, на недопустимость курения в постели, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Вот. Также хотелось бы, чтобы особенно родители смотрели за своими малолетними детьми, никогда не оставляли без присмотра детей. К сожалению, у нас каждый год возникают те пожары, когда причинами вот становится то, что родители оставили без присмотра малолетних детей, детская шалость, и очень часто у нас, ну, к сожалению, я еще раз подчеркну, погибают дети при таких пожарах. Вот. Поэтому хотелось бы на это обратить внимание. Ну, насчет пиротехники я уже сказал, обратил внимание, да, что не допускается использовать его внутри помещений. Вот, как бы хотелось бы на это обратить внимание. Также хотелось бы, чтобы наши зрители понимали, что есть такая фраза, да, вот у кого угодно может произойти пожар, только не у меня. Это очень обманчивая фраза на самом деле, потому что пожар, конечно, может произойти у кого угодно, да, даже когда этого не ждешь и думаешь, что никогда это тебя не коснется. Вот хотелось бы обратить внимание, вот, допустим, сейчас очень много, ну, практически у всех, наверное, установлены елки, гирлянды, да, в домах. Вот хотелось бы обратить внимание, что нельзя оставлять на долгое время, особенно в ночное время, включены в электросеть, да, гирлянды, новогодние елки, потому что, ну, к сожалению, у нас сейчас большинство продукции, да,
такое китайского производства. И Не всегда качественная, да. Да, не всегда качественно. И, к сожалению, электропровода, которые там используются, они не соответствуют, да, ну, тем нагрузкам, которые, допустим, может быть в течение дня. Поэтому хотелось бы на это обратить внимание. То есть внимательность и осторожность при использовании вот этих электроприборов. Всех электроприборов, да? Александр Александрович, спасибо большое за то, что напомнили такую полезную информацию перед новогодними праздниками. Желаем вам успешной работы на благо жителей нашей республики. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.